Сегодня я вам расскажу о своей книге «Татарский шпионаж. Татар Шымсылыгы». Я его издал 11 лет тому назад. Сейчас будет переиздание моей книги на 25 языках. Я приношу извинения, еще раз повторяю, я специализируюсь только по западным документам. Переиздание. Первый том 600 страниц, второй том 900 страниц. На протяжении нескольких тысячелетий наш народ создал несколько государств. Западная часть татарской нации, половецко-хазарская, это горьковские татары, пензенские татары и крымские татары, относятся к половецко-хазарской части. Тогда, когда мы, Кумания и Великая и Вильская или Волгокамская Булгария были соединены, мы стали единым народом. Но, в отличие от казанских татар, западная часть – это трикультурная нация. Мы имеем нашу татарскую подоснову, католическую подоснову и исламскую подоснову. А казанские татары двукультурные. У них национальная татарская подоснова и исламская подоснова. И мы, горьковские, пензенские и крымские татары, до принятия ислама были католики. И сейчас идет война между практически Новороссией и Украиной. Так вот, это наши земли, Кумания. Мы имеем несколько названий. Наша часть на родном языке кыпчак или романские народы, португальцы, испанцы, каталонцы, французы, итальянцы и румыны нас называют куманами. Западные славяне, чехи, поляки, словаки и маленькое славянское меньшинство, живущее в Германии, у него два названия – сорбы или лужицкие сербы. Нас называют половцами. И в силу этих причин восточные славяне, русские, украинцы и белорусы, взяли это у западных славян. Поэтому и наше название половцы. Венгры нас называют кунами. Не гунами и не хунами, а кун. Один человек на венгерском кун, множественное число кунук. Тогда, когда началась монгольская агрессия, и мы спасли башкиртов, и за это Бяла IV, потому что мы были католики, руководитель разведки Ватикана Юлиан пригласил нас, и мы ушли в Венгрию. И в Венгрии два наших района. Малая Кумания, где живут такие же татары, как пензенские, мишари, и Великая Кумания, где живут такие же, как горьковские татары. И наша столица там Карцак. Горьковские татары, которые сидят здесь, понимают, что Карцак на нашем диалекте обозначает старушка или старуха. Так вот, там живут такие же, как мы, горьковские татары. И Бяла IV, и руководитель разведки Ватикана пригласил нас туда. Мы там до сих пор живем. Но, к сожалению, казахи, которые раньше назывались черными кыргызами или желтыми киргизами, воруют нашу историю. Но украсть татарскую историю практически невозможно, включая наш гимн «Татарский король, рыцарь Камбаскан». Ни один народ не имеет такой древний гимн, какой имеют татары. Помните, что татары состоят из этносословия. Горьковские татары – это машгары, а пензенские – это мишари. Это этносословие, татарское этносословие. Мои учителя Гуннар Яринг, это посол Швеции в бывшем Советском Союзе, занимался исключительно горьковскими татарами и пензенскими татарами, и татарами. Именно он дал мне познания, которые я вам сейчас рассказываю, и которые в моем двухтомнике на 25 языках. Гуннар Яринг был создателем договора Осло между Израилем и Палестиной. Его иногда называли почтовым ящиком. Именно мой учитель Гуннар Яринг создал договор Осло. Второй мой учитель Владимир Дримба, который работал с кодексом Куманикусом. Это документ нашего с вами древнего народа. Мы, в отличие от арабов и персов, имели две культуры
разведывательной деятельности. Татарская шпионесса, татарская шпионка всегда стояли в силу нашей культуры выше татарской разведчицы. Татарский шпионатор, татарский шпион стоят выше татарского разведчика. Почему? Потому что шпионесса и шпионка, шпионатор и шпион работают под чужими паспортами, а разведчица и разведчик работают под настоящими. Их прикрывает государство. В силу этих причин у татарского государства было две структуры – шпионаж и разведка. Министерство шпионажа и Министерство разведки. И сейчас в Америке есть определенная структура, которую возглавляет сын Абдурашида Ибрагима. И все американские разведчицы, все американские разведчики учились имидж переодевания. Японская культура шпионажа взяла также это у нас. Потому что Абдурашид Ибрагим обстреливал Америку при помощи татарской гениальности во время Второй мировой войны. Он был сибирским татарином, получил образование метеоролога, и он предсказал, что из района Хоккайдо начинаются воздушные потоки. И он придумал сбрасывать на Америку бомбы при помощи обыкновенного механизма. Америка запылала. И к Лэнгли, где находится американский реактор, подошел огонь. И благодаря тому, что американцы заботятся о своем народе, бомба провалилась. И поэтому на Японию были сброшены бомбы позже, потому что бомба упала. И вот Абдурашид Ибрагим, его боялись в Америке страшно. И тогда, когда началась война между Японией и США, все секретные коды были запрещены. И вдруг к японскому императору приходит сообщение: если вы не остановите своего татарского протеже, вам все. Для японского императора это очень позорно. Каюк – это высший чин в Японии. Так боялись Абдурашида Ибрагима. И, я повторяюсь, все американские разведчицы, все американские разведчики работают только при помощи татарского разведывательного переодевания, которые были переданы нашей татарской Министерством шпионажа и Министерством разведки. Если вы хотите, вы можете посмотреть 8 фильмов про меня. Я специализируюсь одежда и язык тела, как психотехника общения в татарском женском шпионаже, одежда и язык тела, как психотехника общения в татарском мужском шпионаже, одежда и язык тела, как психотехника общения в татарской женской разведке, одежда и язык тела, как психотехника общения в татарской мужской разведке. Когда я закончил 11-е медучилище, академик Неговский и академик Бехтерева пригласили меня переводить секретные документы. И я там, в лаборатории реанимации и реаниматологии, нашел очень редкие документы. В силу того, что моя бабушка была замужем второй раз за мужчиной, который был из немцев Поволжья, он также в совершенстве владел всеми немецкими диалектами. Он был этническим татарином. А моя бабушка, будучи внучкой того, кто был главным казначеем всех татарских мечетей, получила образование за границей. Поэтому английский и немецкий для нее был как татарский. Но в царской России знание татарского языка не являлось знанием письменности. Поэтому моя бабушка проходила как неграмотная, в совершенстве говорящая по-английски, по-немецки, по-голландски, по-немецки. Но у нее был диплом Сорбонны и диплом Гарварда. Но татарский язык тогда не признавался в царской России. И, будучи референтом-переводчиком академика Неговского, а академик Неговский – это личный реаниматор Сталина. Я переводил все для академика Неговского и академика Бехтеревой, которая была внучка Бехтерева, нашего
Нобелевского лауреата царской России. И в силу этих причин я безмерно счастлив, что вот я смог подойти к нашему народу с точки зрения другой культуры, германской, романской. И работая с нашими татарскими документами из разных архивов, включая архив Ватикана, я понимаю, насколько наш народ велик. Но сейчас появились негодяи, которые воруют нашу историю. И в данном случае наш гимн, татарский король, рыцарь Камбаскан. Я приношу вам извинения, я не говорю на родном языке, не знаю, как правильно произнести, Камбаскан или Камбускан, потому что произношение разное. И вот появились те, кто взял только 4 страны. Татария, Венгрия, Италия и Германия имеют Y. Tartary, Hungary, Germany, Italy. И сейчас взяли и подделали этот текст, написав Арабия вместо Татарии. Я очень много сил положил узнать, кто это делает. И у нашего короля, татарского короля рыцаря Камбаскана, была супруга Эльфета и 2 сына, Алгарсуф и Камбало. И они побоялись убрать, стереть это. Но слово «татария» убрано и написано «Арабия» через «Y». Никогда Арабия не писалась через «Y». Вот есть такие силы, которые воруют нашу историю. А история Российской Федерации и татар неотделима. Каждая часть этого нашего советского, российского народа – это богатство. И мне бы очень хотелось, чтобы казанские татары поняли, что любой диалект – это наше богатство. Вот есть негодяи, которые могут сказать, что моя часть, горьковские, пензенские – это финно-угры. Но если бы мы были бы финно-уграми, мы бы были заставлены казанскими татарами говорить так, как говорят они. А мы говорим на своем «ц», и мы этим гордимся. Это только подчеркивает, что мы единый народ, но у нас есть определенные различия. И каждая часть татарского народа – это богатство. И мы все этносословие. Это мне дали мои учителя. Главный специалист на Западе по татарам Гуннар Яринг, академик Шведской академии наук, Владимир Дримба, крупнейший специалист по кодексу Куманикусу. Лучше его в мире нет. Эд Хертенеш, академик Советского Союза. И Шамиль Фатых Мухамедьяр, мой учитель из Казани. И также я в хороших отношениях с академиком Закиевым. Я использовал и их работы, но в основном на 98% я использую только документы западных ученых.